60-е годы в республике – это время радикальных, новых, захватывающих свершений. Главное событие, которое превознесло Чувашию – это полет Андрияна Григорьевича Николаева в космос. О Чувашии узнал весь мир. В 60-е годы осуществлялась широкая программа строительства новых и реконструкция многих действующих промышленных предприятий. Это был период дальнейшего роста крупной промышленности республики. Были введены в эксплуатацию 26 крупных предприятий, в том числе и Чебоксарский химический комбинат, ныне публичное акционерное общество «Химпром». 1 января 1960 года введен в эксплуатацию Чебоксарский завод электроизмерительных приборов, акционерное общество «Электроприбор». Сегодня завод превратился в лидера по производству аналоговых и цифровых приборов, измерительных преобразователей и стал ведущим научным и производственным центром приборостроения в стране. 12 декабря 1961 года на заводе «Чувашкабель», организованном в 1960 году, была произведена первая продукция – катушка эмалированного провода. Примечательным событием в экономической жизни республики явилось открытие в ноябре 1960 года Чебоксарского хлебозавода номер 4, ныне хлебокомбинат «Петровский». Развитие промышленности в Чувашии напрямую ставило вопрос ее обеспечения специалистами с высшим техническим образованием. Выход из сложившейся ситуации был найден в открытии Волжского филиала Московского энергетического института в 1961 году, а на его базе Чувашского государственного университета 1967 год, который сыграл роль кузницы кадров и научного цеха. 30 декабря 1960 года создан научно-исследовательский электротехнический институт, ныне Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством. Значительным событием в области народного образования явилось открытие в 1962 году Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации, который в настоящее время является одним из крупных вузов Чувашской республики, также в системе Центр Союза России. Следующим важным фактом 60-х годов является образование 18 ноября 1960 года города Новочебоксарск, Щеня-Шубашкар. Своим рождением Новочебоксарск обязан Химпрому. 27 декабря 1971 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ об отнесении города Новочебоксарска Чувашской АССР к категории городов республиканского подчинения. Значительно расширилась сеть культурно-просветительных учреждений республики. В 1960 году при Чувашской государственной филармонии организован первый в Чувашии профессиональный эстрадный ансамбль «Сеспель». В свое время в составе ансамбля работали композитор и певец Юрий Антонов, певец Сергей Тараненко, имена которых хорошо знакомы российским слушателям. В сентябре 1967 года был образован хор Чувашской государственной телерадиокомпании, ныне Чувашская государственная академическая капелла. Организатором, идейным вдохновителем и его первым дирижером был замечательный композитор, народный артист Чувашской республики, заслуженный артист Российской Федерации Аристарх Орлов-Шузем, который и определил основной путь развития коллектива. Это пропаганда чувашской национальной профессиональной музыки. 31 марта 1969 года образован Чувашский государственный музыкальный театр, ныне Чувашский государственный театр оперы и балета. За успехи, достигнутые в культурном и хозяйственном строительстве, Чувашская АССР в
В 1970 году была награждена орденом Октябрьской революции и памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС.